В эфире ТНВ «Новости Татарстана», в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем пойдет речь в этом выпуске. Один из лебедей на Черном озере погиб. Птицу уже спасти не удалось. Вторую птицу мы забрали. Что произошло в парке и как себя чувствует Зигфрид, узнал Салават Мухаммадулян. Переполох. Аптек стало слишком много, цены стали расти. Почему большое количество аптек не дает желаемую цену на лекарства? Подробно Альбина Минибаева. Дорогу осилит преподающий. Мы должны думать о судьбе своего родного языка. Что сделано для спасения и развития языка, выяснял Рамиль Шайдулян. Если не решат проблему, пусть сами строят туалеты. Чтобы зимой-то вот так вот не ходить им на улицу. Почему Дмитрий Медведев озаботился холодными школьными уборными в регионах и нашлись ли в Татарстане уличные туалеты? Элина Знатулина. Одна из самых страшных трагедий в современной истории Татарстана. Сегодня исполнилось 7 лет со дня крушения теплохода «Булгария». Родственники и близкие погибших приехали к мемориалу в село Сюйкеево Камско-Устинского района. Напомним, в тот страшный день погибли 122 человека, в том числе 28 детей. Горе не унимается и спустя годы. Многие пришедшие к мемориалу сегодня просто плакали, без слов. Люди несли цветы, фотографии погибших и детские игрушки. У Мадины Галиевой погибла беременная дочь. Дочь хорошая была, она на скорой работала. Она очень мягкий был у меня. Фануру Закирову было 3,5 года, когда не стало его мамы. Она на Булгарии работала поваром. Ты маму помнишь? Да. Жизнь радостная была, но добрая. Сам мальчик уже не помнит, но его родные рассказывают. Накануне трагического 10 июля мальчику приснился сон, и он просил маму не ходить в рейс. Говорит, не ходи, корабль кому-то упал. Больше не ходи, мама сказала. Она не поверила. 10 июля 2011 года туристический теплоход «Булгария», идущий по маршруту Казань-Болгар-Казань, попал в шторм. В 13:30 судно пошло ко дну. Из более 200 человек, что были на борту, выжили только 79. Погибли 122 человека, в том числе 28 детей. Сегодня на траурном митинге вспомнили имена всех, чьи жизни унесла трагедия. Ганиев Наиль Нурфисович. Зиганшина Рашания Гилмеевна. И почтили память минутой молчания. После митинга люди отправились к берегу Волги, где спустили на воду поминальный венок. Расследование уголовного дела шло около 2 лет. Как установили, судно постройки 1955 года отправилось в рейс только с одним работающим двигателем. 5 человек были осуждены. Это руководитель компании субарендатора судна и сотрудники надзорных органов. Когда приезжаешь сюда, почтишь память, как-то легче становится. Нам ни в коем случае нельзя забывать о том, что произошло, и нужно учиться на этих ошибках, чтобы не допустить впредь. В мечети и часовне, построенных возле мемориала, прошли поминальные богослужения. Дмитрий Айринин, Данил Филатов, ТНВ, Камско-Устинский район. На лебедей на Черном озере напали. Адилия погибла. Виновник — бродячая собака. Все произошло минувшей ночью. Зигфрид со стрессом сейчас находится под наблюдением орнитолога. Удалось ли поймать пса и вернется ли выживший пернатый в парк? Все детали печальной истории у Салавата Мухаммадулина. Под аплодисменты с надеждой на долгую и счастливую жизнь выпускали пернатых на Черное озеро во второй день лета. На радость детям и взрослым лебеди стали чуть ли не главной достопримечательностью Казани. Раскиданные перья и остатки корма. Судя по всему, нападение произошло именно на этом месте, всего в нескольких метрах от дома пернатых. За считанные секунды Адилия погибла, а Зигфрид получил травмы. Дом пустует, а на берегу вместо фотосессий и угощения птиц только купание казанцев. То ли это совпадение, то ли нет, но именно сегодня в парк многие пришли со своими питомцами. Дети в недоумении. Где благородные птицы? Родители рассказывают сказки. Если вы про лебедя, то давайте не будем. Просто... Они же заболели. Мы не знали. Честно, мы пришли сюда на них посмотреть, но вот вы сейчас рассказали эту историю.
не знаю, на душе даже кошка скребут. Смотрели по телевизору, что привезли таких красивых лебедей. Приехали здесь погулять, посмотреть. А вот нам сказали, что загрызли. Это, конечно, ужас. Лебедь собаки загрызли. Это ужас. Дружелюбные они не боялись людей, всегда подплывали к берегу и даже делали прогнозы на матче Мундиаля с участием сборной России. У них была личная охрана, но только 1 месяц. Здесь был усиленный патруль полиции, поэтому мы, учитывая, что в бюджете на содержание парков не заложены средства на охрану, мы были вынуждены снять эту охрану, потому что уже денег на это не было. Адилия погибла, а вот Зигфрида удалось спасти. Птица сейчас под наблюдением орнитолога. В данный момент лебедь находится на передержке в Центре реабилитации хищных птиц. Состояние Зигфрида удовлетворительное. Ранений у птиц не обнаружено. Есть шансы, что лебедь создаст пару с новой самкой. Но почему же черные лебеди стали легкой добычей бродячей собаки? Возможно, дело в недавно перенесенной болезни. В связи с болезнью лебедей они стали менее активными, стали более уязвимы для собак. Вернется ли Зигфрид на Черное озеро? Вопрос сейчас решается. Но один он точно не останется. Лебедю всего год, а потому у него еще есть время создать новую пару. Салават Ухмадуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Малые пруды, не пройти, не проехать. Так говорят альметьевцы, что живут на этой улице. Четверть века эта среда стала недоступной не только для инвалидов, но и обычных горожан. На просьбу отремонтировать дорогу обещание сделать это через 2 года. Почему появление нашей съемочной группы сократило этот срок, расскажет Филюза Хамидуллина. А вот здесь вот самое опасное для меня вот это. Евгений Федоров редко выходит из дома. Желание выйти на улицу есть. Но только самостоятельно передвигаться опасно. Раньше помогала мама. Теперь у него новая мобильная коляска. И он хочет обходиться без посторонней помощи. Более безопасно себя чувствовал при маме. Все ямы объезжали. А теперь, когда езжу я на коляске, немножко страшно по этим ямам ездить. Так-то у нас в поселке самая худшая дорога. Когда ручной коляской я сама его водила, я не боялась. А сейчас он один едет. Мне страшновато. Я пока оттуда до конца не выйдет, я стою, сторожу его. Улица Малые Пруды находится в частном секторе. Это улица большая и оживленная. Здесь порядка 30 домов. Дорога старая, ей уже больше 25 лет. Капитального ремонта здесь не было ни разу, говорят жители. Не то что с коляской, здесь даже здоровым людям пройти крайне сложно и опасно. Местами ямы достигают до 30 сантиметров в глубину. Ямочный ремонт был небольшой такой, приезжали, за оплаточки делали, а так в основном не было ремонта, такого не было. Вот с такой дорогой давно уже живем. Не повезло и детям. Жители без особого повода на улицу стараются не выходить. По этим ямам очень сложно ходить, бегать детям, поэтому только во дворе гуляем. Федоровы с просьбой решить этот вопрос написали и в Народный контроль. Заявку приняли. В управлении автодорог нам сообщили. Ремонт дороги на этой улице запланирован уже в этом году. По улице Малые Пруды запланирован ремонт существующего асфальтобетонного покрытия. Так и называется программа ремонта существующего дорожного бетонного покрытия в Республике Татарстан. Есть такие программы. Она затрагивает, естественно, и наш Альметьевский муниципальный район. Микрорайон Агропоселок, улица Малые Пруды. Планируем выйти в 20-х числах июля на эту улицу. И я думаю, мы в течение недели работу там завершим. При капитальном ремонте учтут и пожелания семьи Федоровых, чтобы эта улица стала действительно доступной средой для всех. Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. О своей проблеме жители улицы Малые Пруды Альметьевска сообщили нам по телефону. Если у вас есть о чем рассказать, на что пожаловаться, а может, наоборот, поблагодарить, ждем ваших звонков по телефону 570 50 17. Аптек больше, цены выше. Не рынок, а парадокс какой-то. Минпромторг России подготовил проект по оптимизации их количества. По версии ведомства, за последние 5 лет конкуренция негативно сказалась на фармрынке. Кажется, один из главных рыночных законов – больше предложений, ниже цена – обошел этот сегмент. В историю аптечной логистики погрузилась Альбина Минибаева.
Аптек много, согласен, цены разные. Фиксации цены нет нигде. Этим разбросом цен на пилюли заинтересовался и Минпромторг России. Ведомство заявило об оптимизации количества аптек и подготовило проект. По его мнению, зарабатывающих на медпрепаратах стало слишком много. Цены на все значимые виды продукции растут именно из-за конкуренции между аптечными сетями в погоне за бонусами от производителей. Типичная ситуация для казанских дворов. На одном участке сразу несколько аптек. Здесь 2 и также столько же на другой стороне дороги. Посмотрим, есть ли разница в цене одного и того же препарата в разных аптеках. Самое популярное и простое успокоительное. Одну упаковку мы купили в государственной аптечной сети, а вот вторую в частной аптеке. Разницы в цене практически нет. Она составила буквально 3 рубля. Сравнивает, бегает по аптекам и Марат Хайруллин. Под его окнами аж 4 точки продажи. Разница бывает где-то до 90, до 80 рублей. Искать разницу в цене сложнее всего было в 80-е. Минимум 500 метров от одной двери аптеки до второй. Эти советские географические стандарты рухнули вместе с Союзом. И рыночные отношения не только сделали аптеки близкими соседями. С точки зрения удобства логистики, это, конечно, да. С точки зрения ценовой политики, конечно, здесь по правилам нужно, чтобы цены немножечко нивелировались или снижались. Этого не происходит в силу того, что, опять-таки, повторюсь, что аптеки стали рассматриваться как бизнес, как коммерческие объекты продаж. Есть 0,2-0,3%. Может быть, это естественная инфляция, но, тем не менее, вот такой вот небольшой рост есть. Рост наблюдать по всей стране. Регулируется государством цены на жизненно важные лекарства. Например, супрастин с 2013 года повышался лишь в 2015. На фармрынке более 18 тысяч наименований лекарств. Примерно цены на 700 препаратов держатся под контролем. И список жизненно важных постоянно меняется. Пациенты ожидают, что цена такая стабильная, это жизненно важный, но препарат уже ушел из этой категории, и, может быть, действительно становится цена такая вот малоуправляемая. Рост цен на лекарства зависит от роста количества аптек на фармацевтическом рынке, ну и также может быть за девальвацию рубля. Госаптеки и заинтересованы в стабилизации цен, но поможет ли оптимизация количества сетей, эксперты сомневаются. Главное, чтобы инициатива Минпромторга не привела к дефициту таблеток в селах и деревнях. Альбина Минибаева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Воздух, солнце и вода, и никаких лекарств. Более 60% школьников уже отдохнули в оздоровительных лагерях республики. На пике популярности спортивные, образовательные и творческие смены. В топе робототехника. Каково это отдыхать разнообразно, оценила Альбина Асылгараева. Ильдар Шигапов, воспитанник футбольной спортивной школы. В лагере «Пламя» отдыхает 3-й год вместе со всей командой. Правда, отдыхом это сложно, говорит, назвать. Иногда даже на дискотеку сил не остается. Мы здесь больше тренируемся, чем отдыхаем. У нас утром пробежка, потом у нас завтрак идет. После завтрака у нас тренировка. Здесь не только футболисты, а еще дзюдоисты, гимнасты, баскетболисты. 200 ребят проводят здесь свои спортивные каникулы. Вот недавно открыли спортивную площадку баскетбольную. Дети не нарадуются. У нас здесь отдыхают баскетболисты Уникса. Они вот все время на площадке. В преддверии сезона здесь капитально отремонтированы медпункт и спортивная площадка. Большая реконструкция за 6 лет прошла в 6 оздоровительных учреждениях. И ежегодно во всех лагерях текущий ремонт. Это вопросы комфорта и безопасности детей. В 2018 году финансирование оздоровительной кампании из бюджета республики составит почти 1,5 миллиарда рублей. Я еще помню, когда эта цифра была менее миллиарда. Это с каждым годом цифра меняется в сторону увеличения. Нас это очень радует, что у республики есть такие возможности каждый год добавлять что-то новое в организацию отдыха, улучшать его. В этом году должны отдохнуть 218 672 ребенка. Из них 118 тысяч уже побывали в загородных лагерях. По-прежнему популярны образовательные, творческие и спортивные смены. 54 831 ребенок получили бесплатные путевки. С 2017 года, благодаря решению президента, в нашей республике организуются специальные смены для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это смены, которые учитывают особенности данной категории детей, направлены на их физическое, интеллектуальное, творческое развитие и, безусловно, очень важный вопрос
социализации. Питание должно быть калорийное и сбалансированное, программы досуга качественные, безопасность стопроцентная. Таковы требования к татарстанским лагерям. Пока нареканий нет. Альбина Слугараева, Александр Лобанов, ТНВ «Казань». Доверяй, но проверяй качество продуктов питания, поставляемых в госучреждения. Эта тема стала главной сегодня на совещании в Доме правительства. Его провел Алексей Песошин. Он подчеркнул особое внимание к качеству продуктов в детских и социальных учреждениях. Отметил, растет и количество нарушений, которые допускают как производители пищевой продукции, так и поставщики. Во главу угла нужно поставить качество и оптимальные цены. Да, то есть вот два принципа, на основе которых нужно будет построить работу. В принципе, у нас есть схема по молочной продукции. Вот нужно какой-то такой же аналог, наверное, сделать и здесь. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Дорогу осилит преподающий. Мы должны думать о судьбе своего родного языка. Что сделано для спасения и развития языка, выяснял Рамиль Шайдулин. Если не решат проблему, пусть сами строят туалеты. Чтобы зимой-то вот так вот не ходить им на улицу. Почему Дмитрий Медведев озаботился холодными школьными уборными в регионах и нашлись ли в Татарстане уличные туалеты? Лина Зинатуллина. Новые технологии во имя спасения родного языка. Сегодня в Казани закрылся Всероссийский съезд учителей татарского языка и литературы. Делегаты из 32 регионов страны говорили о проблемах и предлагали решения. Как сделать уроки татарского привлекательными, мнение услышал и Рамиль Шайдулин. Только зная родной язык, поймешь родину. Зал с овацией принимает строки, ставшие уже крылатыми. Это около 700 педагогов всей России, что на себе ощутили недавние потрясения системы национального образования. К нам стали меньше абитуриентов в этом году подавать документы. Те, которые хотели к нам идти, они в этом году хотят выбрать специальность русский язык и литература. За 3 дня съезда педагоги побывали на десятках круглых столов, где вместе обсуждали вопросы, знакомые каждому. Татарский сегодня преподают по 3 часа в неделю, а то и по часу. Вопросом занимается новое Министерство просвещения. Мы сейчас начинаем работу над концепцией преподавания родных языков в средней школе. В прошлом году на всю Россию выдали больше 12 тысяч учебников. 35% татароговорящих детей обучаются в татарских школах. После резонанса с законопроектом о родных языках его авторы по букве разбирают каждый пункт документа. Теперь язык пропадает не только как урок, но и как специальность. Прошу вас внести в резолюцию просьбу возобновить подготовку педагогических кадров в Тобольском педагогическом институте по специальности татарский язык и литература. По итогу принята резолюция, по которой теперь в школах будут активнее использовать современные средства обучения. Итоговую аттестацию планируют законно разрешить проходить на родном языке, а изучать его можно будет и на расстоянии. По словам представителя российского Минобра, сегодня законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. И хотя она приняла его в первом чтении, но Татарстан направил ряд своих предложений. И законопроект о преподавании родных языков рассмотрит уже во втором. Рамиль Шайдулин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. И еще о школах. Если не решат проблемы, пусть сами выходят строить туалеты. Премьер-министр страны Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов решить проблему теплых уборных в школах. Оказалось, по стране 2500 учебных заведений, где ученики даже зимой по нужде ходят на улицу. Стоит ли такой вопрос в Татарстане, выясняла Лина Зинатуллина. Может быть, даже на таком высоком собрании неудобно об этом говорить, но я считаю, что нужно. У нас более 2500 школ, не имеющих теплых туалетов. Дмитрий Анатольевич, это катастрофа, это бесплодие. Заботиться о глобальном здоровье нации, начиная с мелочей, не стыдно, решила председатель Совета Федерации на правительственном совещании. Но эта проблема вообще не стоит выеденного яйца. Вот мы в Совете Федерации ею сейчас предметно занялись, работаем с каждым регионом. Надеемся, что мы до конца года разрешим ее. Это не стоит больших денег. Дмитрий Медведев в ответ отметил, что это однозначно задача регионов. Тут даже нечего обсуждать. Надо просто сказать,
номера школ и поставить эту задачу перед субъектами федерации. Если они решат, пусть тогда сами выходят там строить все. Вот это вот у нас старый туалет. Старый туалет зарос сорняками и давно закрыт. Это одна из самых маленьких школ в Верхнеуслонском районе. 12 учеников начальных классов, 7 малышей в детсаду. Сюда мы отправились проверить, есть ли проблемы в Татарстане. Ремонт здесь был последний в 2012 году. До этого дети бегали на улицу, там неизвестно, что это туалет и что сейчас в этом туалете. Красота. И нам как бы безопасней, да, мы уже знаем, что ребенок сходил в туалет и все. Мальчики налево, девочки направо. Еще одна дверь для учителей. Вместо одного уличного туалета 3 теплые современные уборные с горячей водой. Это не считая детсада. Для малышей в другой части здания свой общий санузел. Большинство сельчан этих перемен ждали давно. Ну что справляли на улице. Хоть зимой, хоть летом бегали дети. Сейчас все условия созданы для хорошей учебы. Холодно, скорее всего, будет на улице-то. Ну, за детей переживали? Ну, конечно, да. Детям удобно и нравится, то есть по сравнению с улицей. В Министерстве образования на момент выхода сюжета информацию о том, хватает ли в республике теплых туалетов, нам не предоставили. Но вопрос об удобствах не стал неудобным в администрациях еще нескольких районов. В Зеленодольском, например, намекнули, что на дворе 21 век, а значит, во дворе туалетам не место. Лина Изнатульна, Марат Сидгараев, ТНВ, Верхнеуслонский район. Об удобствах здесь и не задумываются, а учатся водить автомобиль, стреляют из настоящего оружия и прыгают с парашютом. Сегодня в Куркачах открылась летняя смена лагеря юных парашютистов. Палаточный городок собрал 80 юноармейцев из 5 районов республики. Почему дивану и телевизору они предпочли лес и армейский быт, расскажет Сергей Хайдаров. Это не показательные выступления десантников. Так летнюю смену открывают в детском лагере «Юный парашютист». Здесь жесткий распорядок дня и жизнь в полевых условиях. Своим взводом, становишься одной командой, одной семьей. Вы живете в палатках. В этом палаточном лагере юноармейцы живут по-настоящему в спартанских условиях. Как видите, в каждой палатке установлено по 8 коек, и здесь абсолютно нет света. И несмотря на это, дети на отсутствие комфорта не жалуются. Скажем так, удобство на улице. Умывальники на улице, туалеты на улице, места для отдыха на улице. Живут они в палатках. Вот сами видели, сегодня они попали реально под дождь, кто-то промок, сушится здесь же. Весь день у этих ребят расписан по минутам. Сейчас изучают принцип работы радиосистемы. Как говорят военные, без этих знаний не стать космонавтом. Обучение начали с азов, азбуки Морзе. Буква «Б». Бей барабан. А еще здесь учат стрелять, водить автомобили, рукопашному бою и другим элементам военного дела. Азалия Куршубадзе приезжает в этот лагерь 3-й год подряд. Говорит, все ради прыжка с парашютом. Очень страшно на самом деле. Но потом, когда сидишь такой довольный, а когда уже прыгаешь, то да, очень страшно. На такой экстрим в свободном полете очень часто не соглашаются даже взрослые. И чтобы молодым юноармейцам было проще в бою, для них здесь установлены специальные тренажеры. Именно на них они могут научиться управлять собственным весом в полете. Все под присмотром профессионалов. Они здесь и учителя, и психологи. Если кто-то уж действительно конкретно боится или сомневается в чем-то, мы не напрягаем. Это не его время. Значит, он в следующий раз все равно прыгает. Смена юных парашютистов продлится неделю. Затем новая группа ребят. И так все лето. Сергей Хайдаров, Константин Бушуев, ТНВ, Высокогорский район. Сегодня в 9 вечера на Фан-фесте можно посмотреть игру сборных Франции и Бельгии. Матч пройдет в Санкт-Петербурге. Именно бельгийцы в Казани выиграли бразильцев. На этой встрече был и челнинский школьник. Ильнас Смирнов вывел на поле капитана сборной Бразилии Жоао Миранду. О том, как это событие изменило жизнь мальчика, расскажет Ленар Гинатуллин. 9-летний Ильнас пока не очень хорошо справляется с мячом на поле. Но после того, как он за руку вывел на казанский газон капитана сборной Бразилии Жоао Миранду, мальчик всерьез задумался о карьере футболиста. Он влюбился в эту игру и теперь собирается посещать все матчи челнинского КамАЗа. Теперь Смирнова на тренировку сына приходят так. Криков болельщиков не слышно, но эмоции переполненного стадиона навсегда останутся в душе мальчика и его мамы. Альвира во время матча наблюдала за сыном с трибун Казань-арены. Когда Ильнас появился на поле, я вообще не ожидала, что он первый выйдет. Сначала там судьи же вышли, потом за ними игроки под ручку с детьми. Ильнас, когда вот с капитаном команды появился в Бразилии,
это я вообще удивилась. Гордится сыном Альвире и ее мужу не впервой. Год назад Ильназ предотвратил пожар в своей квартире. Загорелся балкон, и чтобы не дать огню распространиться, мальчик закрыл двери и из окна другой комнаты стал звать прохожих на помощь. Пожарных вызвали соседи. Дважды герой. На пожаре себя вел как настоящий герой. Но я думаю, что это большая честь еще сборной Бразилии кудесников мяча вывести на поле. Теплые слова и подарки из рук мэра Автограда. Церемония на собрании футбольного клуба КамАЗ. Впереди новый сезон, и такое знакомство Ильназу никак не помешает. Ленар Гинатуллин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Палец Станислава Черчесова вернулся на место. В Санкт-Петербурге появилось новое граффити с главным тренером сборной России. Его изображение размещено на подстанции в Пушкарском саду. Портрет главного тренера сборной появился на стене после победы России в матче со сборной Египта. Рисунок подписан цитатой из песни группы «Ленинград». «Ты просто космос, Стас». Напомним, после поражения сборной граффити с изображением главного тренера было испорчено. Теперь его восстановили. Видеоролик с бабушкой у пианино на Баумана в Казани набирает популярность в соцсетях. На ролике пожилая исполнительница наигрывает всем знакомую мелодию. Ее остановились послушать десятки людей. Зрители подпевали хором, а в конце устроили длительные овации. Нам известно, что она преподавала в музыкальном училище. Если вы сможете подсказать ее контакты, мы сделаем репортаж. Телефон редакции 570-50-17. Таких пианино в городе установлены десятки. Их владелец – Фонд развития исполнительского искусства Республики Афорзандо. Проект был создан еще 4 года назад, и сейчас у публики он пользуется большой популярностью. Сейчас взорвала соцсети замечательная женщина, которая сыграла душевную песню, патриотичную очень. И было видно, как люди на это реагируют. Это здорово, что идея, она как бы пошла в народ. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». Сейчас о погоде. Я же с вами прощаюсь до вечернего выпуска. Он выйдет в 21:30. Всего вам доброго. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Хватит мечтать! В автоцентре Марка пора покупать! Только до конца июля японский Datsun Ondo всего за 359 тысяч рублей. 4 пятерки, 3 семерки. Уважаемые абитуриенты, Казанский государственный аграрный университет объявляет прием документов на очную и заочную формы обучения. Ждешь скидок? Спеши в автоцентр Марка Ниссан на Чуйкова. Там Ниссан Альмера от 545 тысяч рублей. Звони 4 пятерки, 3 единицы. 19-й республиканский фестиваль крашенской культуры Петрау приглашает вас за незабываемыми эмоциями. Самые популярные артисты, народные гуляния, конкурсы, подарки, батареи красавица в стиле Зюрима Мадырского района. Ждем вас 14 июля в 17 часов. Время жарких предложений в Азинавто. Только в июле автомобили «Лада» с выгодой до 155 тысяч рублей. Успейте совершить выгодную покупку на особых условиях. Азинавто, Минская 1, телефон 512 12 12. Здравствуйте! Поговорим о погоде после полезной информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2-167-166. В Татарстане установилась комфортная погода со средним значением температур. Наблюдаются дожди, которые ожидаются и в среду.
По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево плюс 23 с осадками. На северо-востоке в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге 22 градуса выше нуля с дождем. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске температуры понизились. Днем плюс 21, временами пройдет дождь. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтасе также 21 градус тепла и также пройдет дождь. Для юго-запада республики 11 июля обещает быть дождливым до 23 градусов выше нуля. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше временами пройдет дождь и 22 градуса тепла. В последующие дни температуры немного понизятся, осадки прекратятся. Росбанк, группа Société Générale, российский банк международного уровня. Пакет премиальный Росбанка – это сочетание привлекательных условий, размещения денежных средств, высокого комфорта и конфиденциальности обслуживания. В Казани облачная погода с прояснениями. Временами пройдет дождь. Температура воздуха днем плюс 22-24. Ветер северный умеренный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 68%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.